в республике. Эти и другие вопросы сегодня обсуждались в администрации главы. В сельском поселении Орджоникидзевская идет строительство детского сада. Когда дошкольное учреждение примет первых воспитанников? Еще одно золото в копилку Ингушетии. В аэропорту Магаз встретили победителя всемирных игр по боевым искусствам Бекхана Манкиева. Здравствуйте! В эфире новости, в студии Анжелика Мержоева. Сегодня глава Ингушетии провел совещание с вице-премьером Хаважем Дарсиговым и исполняющим обязанности помощника советника главы республики Ингушетия Хусеном Курдановым. На совещании обсуждалось строительство перинатального и гемодиализного центра в республике. По словам участников совещания, реализация данных проектов сейчас находится на стадии согласования. Хусейн Курданов сообщил главе Ингушетии о том, что строительство перинатального центра обойдется республике в 3 миллиарда рублей. Хаваж Дарсигов доложил руководителю субъекта о том, что в республику в скором времени должны поступить диализные аппараты последней модификации со всем необходимым оборудованием, позволяющим обслужить до 6 человек. Юнусбек Евкуров дал поручение участникам совещания держать эти вопросы на контроле. Завтра пройдет второй в этом году диалог с народом. Прямую трансляцию зрители смогут посмотреть на нашем канале в 18:00 по московскому времени и на сайте www.ingushetia.tv. Также трансляцию будет вести ГТРК «Ингушетия», поэтому следить за прямой линией смогут абсолютно все. Уже сейчас принимаются звонки от жителей республики и тех, кто живет за ее пределами. Сделать это можно, позвонив на горячую линию по номеру +7 87 34 55 40 65. Или же отправив сообщение с кодовым словом «ИНГ-ТВ». Далее ваш вопрос на номер 4647. Сегодня в парламенте прошло заседание Совета Народного собрания. На повестку дня вынесли 8 вопросов, среди которых проект закона Ингушетии о республиканском бюджете на 2014 год и плановый период с 2015 по 2016 годы. Какие еще вопросы обсуждали парламентарии, расскажет Ася Ведижева. В начале собрания депутаты утвердили вопросы, которые будут включены в повестку дня очередного заседания парламента. Среди них вопрос о рассмотрении проекта закона о внесении изменений в закон о контрольно-счетной палате, о республиканском бюджете и прочее. Значимость первого связана с необходимостью приведения его в соответствие с федеральным законом, а также тем, что в нем уточняется и конкретизируется полномочия палаты. Данный законопроект будет призван уточнять процедуру проведения, и некоторые шероховатости будут урегулированы, и в этом законе будет уточняться, в какие сроки должны представляться те или иные документы проверяющими органами, и как они должны быть оформлены в соответствии с федеральным законом. Впервые за 20 лет планируется провести публичные слушания законопроекта о республиканском бюджете. Они пройдут в ноябре после его опубликования. На слушание планируется пригласить руководителей всех министерств и ведомств, получающих средства из республиканского бюджета, глав и председателей советов городов и районов республики, представителей общественности, средств массовой информации и депутатский корпус. Для обсуждения организационных вопросов в парламент были приглашены представители Минфина. Магомед Атриев предупредил коллег из правительства, что публичные слушания не станут протокольным мероприятием. Депутаты настроены на тщательное рассмотрение каждой бюджетной строки. Будут поступать после опубликования в республиканской печати данного законопроекта, поступать вопросы могут быть и от граждан республики. Все они в комитете будут заранее анализироваться, вырабатывать предложения совместно с Министерством финансов. Готовится предложение по рассмотрению тех или иных обращений, поступающих по данному законопроекту. В рамках заседания Совета Народного собрания депутаты рассмотрели и другие вопросы повестки дня. По итогам обсуждения были одобрены для рассмотрения в первом и во втором чтении 6 проектов закона. Ася Ведижева, Юнус Цычоев. Новости 24. В сельском поселении Орджоникидзевская идет строительство детского сада. Возведение дошкольного учреждения ведется в рамках ликвидации очередности в детских садах республики. В современном трехэтажном здании планируют создать все условия, чтобы дети чувствовали себя комфортно. Все подробности у Миланы Хашагульговой. В рамках реализации дорожной карты в Ингушетии планируется построить около 260 детских дошкольных учреждений. Одним из них является строящийся в сельском поселении Орджоникидзевская детский сад, рассчитанный на 220 мест. Строители в июле текущего года начали работу по возведению трехэтажного здания, где будут столовая, спортзал, компьютерные и музыкальные классы, стационарный медицинский пункт и прачечная. После возведения корпуса на его территории будут построены 12 игровых и 2 спортивные площадки.
Мы уже вышли с нулевого цикла, закончили фундаменты, закончили стены подвала заливать, перекрытие залили мы. И сейчас, как вы видите, мы монтируем уже армирование, первого этажа начали. Планируем мы, по моим данным, по моим подсчетам, что где-то к концу года мы должны поднять 3 этажа. Все 5 дошкольных учреждений сельского поселения заполнены полностью. Очередь в детские сады растет, чему в немалой степени способствует демографический бум. В станице очень много детей, рождаемость повысился, и, естественно, спрос вот таких учреждений велик. Я думаю, не один этот садик, а еще несколько их будет, наверное, больше, как и школы. Нам сегодня они необходимы, чтобы наши дети умели, до школы получили какой-то образовательный процесс, да, воспитательно-образовательный процесс, как бы это же первая подготовка идет к школьному процессу. И дети в школе уже будут чувствовать себя намного лучше. Проблема отсутствия детских садов в Ингушетии постепенно решается. Сейчас в республике их строится более 20. Строители обещают сдать современное дошкольное учреждение, которое примет первых воспитанников к началу 2015 года. Милана Хашигульгова, Магомед Дидиков. Новости 24. Производство в Ингушетии автобусов компании ДЭО и подведение итогов уборочных и посевных кампаний в республике. Эти и другие вопросы обсуждались на рабочих встречах, которые провел глава региона. Подробнее Хава Султыгова. В республике планируется наладить сборку и производство 2 моделей автобусов. Городские на базе ГУП Назрановский завод электродвигателей малых мощностей и междугородние на промышленной площадке в сельском поселении Али-Юрт. Члены рабочей группы, рассматривая проект, основной акцент делают на возможностях существующего завода. Глава республики заслушал доклады и отметил, что для Ингушетии важно не только оборудование, но и рабочие места. Нам важно сегодня не прибыль в плане за завод. Мы и так деньги вложили. Завод построен. А нам важно, что сегодня рабочие места, доходы в бюджет и автобусы под маркой ДЭО, но на территории Ингушетии, то есть бренд. Итоги уборочной кампании и посева озимых культур глава обсудил сегодня с помощником-советником Мустафой Вилхароевым, вице-премьером Даутом Яндиевым и министром сельского хозяйства и продовольствия Русланом Костоевым. Основной доклад представил Руслан Костоев. По итогам уборки зерновых колосов в текущем году хозяйство всех категорий было намолочено 66 тысяч тонн зерна. В том числе государственных предприятий 42,5 тысяч тонн. Средняя урожайность, по словам министра, составила более 23 центнеров с гектара. Выслушав доклады, Евкуров поинтересовался выплатой зарплат. Руководитель региона считает неправильным, что работники сельхозпредприятий получают деньги сезонно, после завершения уборочной кампании. Рабочий должен получать зарплату, это закон, это Конституция Российской Федерации. Он должен получать зарплату ежемесячно. Подводя итоги совещания, глава республики дал поручение Дауту Яндиеву проверить все цифры, особенно те, что касаются отсева некачественного зерна. В среднем выведена цифра, не более столько-то процентов. Но это не значит, что везде это может быть. Где-то может быть 2%, где-то вообще 0%. По мнению Евкурова, работа всех предприятий агропромышленного комплекса должна быть налажена так, чтобы своевременно производились пенсионные отчисления и налоговые платежи. Хава Султыгова, Тимур Карахоев. Новости 24. В сельском поселении Орджоникидзевское продолжаются работы по реконструкции федеральной трассы М-29. Ремонтные работы проводят специалисты, выигравшие конкурс. Это общество с ограниченной ответственностью «Мальтез». О том, как проходит работа и с какими сложностями сталкиваются специалисты, расскажет наш корреспондент Фатима Кариева. Расширение проезжей части федеральной трассы М-29 позволит существенно снизить аварийность и тем самым улучшить транспортную ситуацию в регионе. Двухполосный участок автодороги в районе 589-го километра был в аварийном состоянии из-за находившегося поблизости котлована, который сильно затруднял движение. Теперь дорожники зарыли его и приступили к расширению трассы. В данный момент идет поднятие до асфальтной одежды основания, идет послойно укатка, выравнивание. И сейчас мы на некоторых участках подходим до основания асфальтной одежды. Ремонтные работы начались в августе. Главная транспортная артерия республики будет расширена до 22 метров. На сегодняшний день федеральная автодорога в 2 раза уже. Помимо расширения трассы, также планируется благоустроить прилегающую территорию. В ремонте участка дороги от аэропорта Магас до границы с Чеченской республики задействованы лучшие специалисты, выигравшие конкурс. 4-полосная трасса во многом будет способствовать безопасному передвижению транспорта и предотвращению заторов, считают дорожники.
Расширенная трасса будет способствовать намного удобному проезду по дороге. Сейчас очень загружена дорога. Людям будет легче ездить по этой трассе. Ремонтные работы не ограничивают передвижение транспорта по старой дороге. Участок от 589 до 594 километра будет сдан в эксплуатацию в конце следующего года. Фатима Кариева, Муса Хамхоев, Новости 24. Народный участковый. Так называется ежегодный всероссийский конкурс, который проходит с 1 по 10 ноября. Лучшего участкового выбирают люди посредством голосования в интернете. На сегодняшний день в органах внутренних дел Российской Федерации более 46 тысяч участковых. В их числе и наш земляк, участник конкурса Адам Имагожев. Как можно поддержать народного участкового, расскажет Руслан Албогачиев. Этого человека в форме знает каждый житель. За 2 года работы на отведенном участке Насыркорта Адам Имагожев не раз применял на практике знания психологии, проводил беседы с молодежью. Уже 7 лет Адам работает в полиции. Сначала работал инспектором по делам несовершеннолетних в Сунжицком ОВД. Свой участок он знает наизусть, кто с кем проживает, чем занимается. Местные жители хорошо о нем отзываются, всегда рады видеть его, просят советы в чем-либо. Наш участковый Адам Хусейнович Имагожев. Я так считаю, что он очень порядочный, добросовестный, исполнительный сотрудник полиции. Часто посещает, ежемесячно, можно сказать. Очень хороший парень, исполняет свои обязанности хорошо. Я сама тоже голосовала за него. И другим советую. У нас даже в районе этих происшествий стало меньше с тех пор, как он поступил. Попасть на конкурс «Народный участковый» Адаму предложили коллеги. Говорят, знают, как он выполняет свои обязанности, а значит, есть все шансы стать народным участковым. Лидирует народный участковый по России, одним из первых идет. Нас это очень радует, нас и весь коллектив, мы его поддерживаем и болеем за него. С самого детства Адам мечтал быть полицейским, хотел бороться с преступностью. А по окончании института поступил на службу роты охраны МВД Республики Ингушетия. Конечно, есть желание победить, занять достойное первое место. Ну, я представляю нашу республику Ингушетию. Надеюсь, победим. Финальный этап ежегодного всероссийского конкурса «Народный участковый» проходит с 1 по 10 ноября. Поддержать Адама Имагожева может каждый на сайте mvd.ru. Руслан Албогачиев, Магомед Дидигов, Новости 24. В Назране продолжается строительство нового парка имени Карцхала Мальсагова. Он станет прекрасным центром отдыха и развлечений для всей семьи. Когда парк примет первых посетителей, узнавала Индира Манкиева. Строительство парка идет полным ходом. Уже построены арки, которые будут отделаны декоративным камнем. А главным украшением станет памятник основателю Назрани Карцхалу Мальсагову высотой 10,5 метров. Люди, которые будут приходить в парк, могут и постоять, и посмотреть историю, которая будет написана на самом постаменте. История города, когда закладывали город, кто закладывал, каким образом. Также здесь предусмотрены все условия для приятного отдыха и досуга. Скамейки, фонтаны и красивое освещение. Планируется посадить как декоративные, так и плодовые деревья. В этом парке граждане города Назрани, только граждане нашей республики могут в свободное время, летом прийти. У нас тут будет кафе, будет легкая конструкция. Будет место, где посидеть, где отдохнуть. На территории парка будет расположена небольшая мечеть, построить детский аттракцион. Чтобы сдать объект в назначенный срок, рабочие бригады трудятся с 8 утра до 9 вечера. Сдача парка запланирована к концу месяца. Индира Манкиева, Хава Султыгова, Адам Шибилов, Новости 24. Сегодня в Ингушетию вернулся борец греко-римского стиля Бикхан Манкиев. На Всемирных играх боевых искусств 2013, которые прошли в Санкт-Петербурге, Бикхан одержал победу над азербайджанцем Мурадом Базаровым в категории до 55 килограммов. В аэропорту Магаз Манкиева радушно встречали родные и близкие, а также тренер и сотрудники Министерства спорта Ингушетии. Чемпион рассказал о проведенных боях и о том, что ему помогло достичь победы. В Питере боролся, там всемирные боевые искусства были.
там сборная мира, сборная России выступала. Ну, за сборную Россию мне предложили побороться, главный тренер, и там боролся. А оттуда сразу в Германию поехал, и там боролся. Ну, алхамдулилlah, выиграл. С Божьей помощью выиграл, как сказать, но без труда не бывает. Там тренировались и на сборах готовились, и там, можно сказать, с молитвами всех родных, близких, там, со всей республики, многие молятся, переживают. Это были все новости к этому часу. Оставайтесь с нами.